начали. Здравствуйте, уважаемые зрители! Мы продолжаем нашу экскурсию в рамках проекта «7 дней с музеем». С вами снова я, директор Музея истории города Якутска Екатерина Строгова. Мы продолжаем наше путешествие по самой длинной улице нашего города, улице Лермонтова, длина которой составляет около 9 километров. И мы подходим с вами к хорошо знакомому всем зданию Якутского медицинского колледжа. Это учреждения имеют давнюю историю и славные традиции. До 1917 года в Якутии медицина была развита очень слабо. Врачей не хватало даже на город Якутск, не говоря уже о других улусах, о сельской местности. Со страшными болезнями, которые тогда косили население Якутии, бороться было просто некому. И вот в конце XIX века в Якутию был назначен главным медицинским инспектором замечательный человек Виталий Антонович Вангродский. Он сразу оценил Он сразу оценил все проблемы, которые связаны с развитием здравоохранения, увидел недостатки и, видимо, довольно долго обдумывал пути решения до того, как созвать съезд врачей всех врачей Якутской области. На этом съезде, помимо других проблем, он впервые озвучил нехватку медицинских работников среднего звена для сельской местности и впервые высказал идею об организации учебного заведения для того, чтобы готовить таких врачей именно из местного населения, поскольку это было связано с незнанием приезжими врачами якутского языка, ну и, конечно, уровень доверия больных своим землякам, разумеется, был бы выше. 2 сентября 1906 года состоялась первый педсовет Якутской фельдшерско-акушерской, мужской Якутской фельдшерско-акушерской школы. Несмотря на то, что учреждение было заявлено как мужское учебное заведение, на первом же педсовете было принято решение принимать в училище и девушек. Таким образом, Вангродский не просто организовал обучение медиков, но и открыл лазейку к высшему образованию многим девушкам. Вот здесь у нас на фотографии первые преподаватели и первые студенты Якутской фельдшерско-акушерской школы, которая впоследствии покроет себя неувидаемой славой. Вот, фельдшерско-акушерская школа хорошо развивалась, количество учащихся год от года росло, в том числе повышалось количество учащихся девушек. Надо сказать, что поскольку школа позиционировалась как мужская, то девушки принимались в школу только в качестве вольнослушателей за определенную плату. Плата была невысокой, но представителям местного населения, думается, и она была достаточно в тягость. Поэтому расцвет фельдшерско-акушерской школы пришелся уже на послереволюционное время, на 20-е и 30-е годы. Очень большое количество известных врачей, которые прославили себя уже позже, они начинали как ученики в Якутской фельдшерско-акушерской школы. В годы войны очень много студентов, поскольку большинство студентов были юноши, очень много студентов ушло на фронт, и более половины из них не вернулись. В 1942 году вот так выглядела школа, фельдшерско-акушерская школа, военная и
послевоенное время. В 1942 году по указу наркомата образования в фельдшерско-акушерской школе открылась еще и начальная польская школа, организованная Союзом поляков. Поскольку польских поселенцев в Якутии было достаточно много, были также и поляки, которые приехали в Якутию уже в советское время, и детишек у них было достаточно много, были польские беженцы, и поэтому им необходимо было давать образование на родном языке. Школа эта просуществовала недолго. В 1944 году основная масса поляков уже стала возвращаться на родину, и школа была закрыта. Но, тем не менее, вот Якутская фельдшерско-акушерская школа, она приютила, пусть не на долгое время, вот такое интересное учебное заведение, о существовании которого в Якутске, в общем-то, мало кто знает. В 50-е и 60-е годы фельдшерско-акушерская школа была основным источником кадров медицинских работников для районов республики. Труд фельдшера по воспоминаниям выпускников ЕФАШа 30-х, 40-х, 50-х годов в те времена был очень тяжелым. Ну вот представьте себе, молодая девушка, закончившая фельдшерско-акушерскую школу в 17 или 18 лет, поступали в нее после 8 класса, то есть девочки поступали лет в 13, заканчивали уже лет в 16-17. И вот такая молоденькая девочка ехала в район, не обязательно в свой родной, в любой район, куда ее отправят, и становилась там основателем фельдшерско-акушерского пункта, принимая на себя обязанности не только фельдшера, но зачастую и врача, и хирурга, и гинеколога. Огромное количество родов принимали такие вот молоденькие фельдшеры. Часто их переводили довольно часто с места на место для расширения сети фельдшерско-акушерских пунктов. На ее место присылали новую выпускницу, более опытная ехала дальше и дальше. Достаточно такая сложная жизнь, но зато фельдшеры пользовались огромным уважением у местного населения, большим доверием, и именно они стали проводниками привычной нам уже современной гигиены в сельской местности. Иногда вот в воспоминаниях довольно смешные случаи рассказывают, вплоть до того, что молодые фельдшерицы учили правильно строить туалеты. Вот, вплоть до этого. Вот таким образом, это учебное заведение, к которому сейчас иногда относятся, в общем, не очень серьезно, достойно всяческого уважения. И есть замечательная книга, изданная журналистами к юбилею училища. Книга называется «Времен связующая нить», в которой, кому интересно, могут увидеть фотографии выпускников и преподавателей фельдшерско-акушерской школы разных лет и прочитать интересные истории из воспоминаний выпускников. Ну а теперь мы двигаемся дальше по улице Лермонтова.